Аԥсны партиақәа ахеилакқәа политика иадҳәало ргәаанагара сара усызҵаауазар ихадоуп ҳәа сыԥхьаӡоит. Избан акәзар ҳаԥхьаҟа ишьҭоуп ихьанҭоу апроблемақәа урҭ рыӡбараҿы ҳахшыҩ лаҵаны ҳазнеир алҵшәа иаҳа иеиӷьхоит. Ҳҳәынҭқарраҟан иааит аамҭа ареформақәа рымҩаԥгара. Уи иадҳәаламзароуп апопулизм, уи иадҳәалазароуп апрофессионализм, адырра ҳнапиаку, аекономика ганахьала реформа, аполитика ганахьала реформақәа, асоциалактика ганахьала иҟоу ареформақәагьы. Ибзианы ижәдыруеит ҳара зегьы уи аганахьала иаҳҳәо акоуп. Ахықәкы аҭагылазаашьа еиӷьхартә, ҳмилаҭтә еиӷьхартә, аҳәынҭқармч иарбанзаалакгьы анагӡара мчома, азакәантә мчома, ахәҭаҷқәа иҟоу аӡбарақәа рымчома ӷәӷәаны ауаа рымаӡ руларц, убриоуп ҳара иаҳҭаху, убриоуп шәаргьы ишәҭаху, ҳаизхәыцыр сҭахуп аус ҳурц. Ашәахтәқәа рганахьала иуҳәозар, убрысҟан иаҟаҳҵаз, иаҳаӡбаз убри акомиссиаҟны иаҳаӡбақәаз ҩбахԥа алагалақәа ҟарҵахьеит, абжьы наплакқәа ирҿурҟан ирыхәашаҳәа. Амрагылара аганахьала ҳҳәақәа Гәылрыԥшь араион, Очамчыра, Тҟәарчал гал аҵанакуа абри анаплакқәа ирҿу акала згало убырҭ рзыҳәан ирманшәалан ашәахтә рықәҵара изкны ҳәа. Уи насгьы иахьӡуп аналогови каникула ҳәа. Аканикула уи анагаӡом зынӡа рхы иақәиҭтәуп ҳәа. Аха аамҭала ирыхәаша аус ҳәа убригьы абри акомиссиа иаҿаҳшәкааз убысҟан уи хышықәса раԥхьоуп исҟалашәо алаԥхьаҵәҟьа аусура шәаналагаз хара амамкәа иаауеит, убраҵәҟьагьы иқәыргыланы иҟоуп иҵегь азҵаарақәа аҳазгаша ҳәа. Аҵыхәтәантәи аамҭа азыҳәан абри амҩаԥыржәгоз аизараҟны сахәаԥшуан, избеит са сгәаанагароуп исҳәо, аха сгәаанагара ирацәаны исыдгыло ыҟоуп ҳаинститут аҭҵаара адырра ҳамаҟны убас иаҳа ишьҭахит абри аԥхьа иргыланы ҳаԥхьа иҵегь иҟами нас абри инвестициақәа иалыргало ролма аҳәынҭқарра хада ахала ишалымшо аабоит анаплакқәа ртәы Аԥсны аус зуа уигьы ирацәаны ирылшаӡом рхала. Убри азыҳәан аҳәынҭқарреи анаплакқәа ирҿуи еидгыланы аус еицыруа ҳәа. Ҳахын Аԥсны зегь раԥхьа иргыланы иудукылаша усуп, избанда аҳәынҭқарра хала зегь ҟанаҵо ҳҳәо иауӡом. Аӡәы ихала далагаргьы уи ихатәуп, уигь мап аӡәгьы ацәигӡом. Аха еидгыланы иаҳаракгьы абри асоциалтә программақәа рганахьала иаҳаракгьы ирацәаны аԥарақәа ахьаҭаху аныхра ҳҳәап, уажәы ашьақәыргыларақәа имаҷым ҳаԥхьа аишьҭақәа еидгыланы аҳәынҭқарраи анаплак ирҿугьы ажәларгьы иналархәын, ажәлар гала анаҳҳәо иаҳаракгьы ҳара ҳаздгыло усуп ажәлар ирылшо ахәыҷала, аӡәы ипенсиа имоуп, аӡәы ауалафахәы имоуп, убырҭгьы иаларц еиԥш абас акциа ахьӡҵаны, акциақәа ҭыжьны иаҳҳәап уажәы аишьҭашьақәыргылара аусқәа рҟны иахьыҟоу убас Урыстәыла народное предприятие ҳәа ахьӡырҵақәа идәықәло иалагоит, ижәбоит, убригь ҟамлар ҟалаӡом, убрагь иалацәажәоит убри. Ҳаҳҟынгьы ажәлар реицыр зеиԥшу абас еиԥш иҟақәа наплакқәак раионқәа рахь, Очамчыра раион, Тҟәарчал, убри иалшартә избоит сара, избанда Тҟәарчал аиқәшәара анҳамоу есымша ицәырыргоит, ҳара ҳаҟоуп рҳәеит аус зуа ажәлар. Ажәытә ахьаауаз иаҳзымургьы рҳәеит, аха макьана ҳахшыҩ иҟоуп аинженерк аганахьала анаплака анаӷеиҩ ҳаинеины ахьӡы марукақәа ирыдгыланы аус зуа ҳәа. Убырҭ зегьы иԥшуп иахьагьы аҳәынҭқарра аганахьала иҳадыргалари ҳәа. Убас еиԥш иҟоу апроектқәа ирацәаны идуқәа ажәытә иҟаз еиԥш ҳазмыргылозаргьы иаҳзыҟамҵаргьы анаплак маҷқәа ашәыр иалхнома, аҽакома, абарҭқәа зегьы азхәыцра аҭахуп ҳәа сгәы иаанагоит. Убри уи проектла мацара ҳцәажәан ҳәагәӡам, ақыҭақәа ирызкны уажәы убригьы сҳәар сҭахуп инацшьны ишьақәҳаргылеит ақыҭа Ҷлоу ақыҭа аиҳабы дааит ҳаҳҟын шәсыцхраа ишьақәҳаргыла планла иҳәеит ҳаԥхьаҟа абри ҩ-100 ҩажәи шықәса рзыҳәан иҟаҳҵаша, иҳалшаша, аҳәынҭқарра ахьҳаухаша, ҳахала иҟаҳҵаша ҳәа, насгьы шаҟаҩ аус руа убра зегьы ирураны иҟоу ҳанахәаԥш, угәы иазҳартә иҟоуп. Ҷлоу ақыҭақәа кажьны иааит ақалақь ахьырымҳәоз, убра инханы иҟоу бжьаратәла шықәсыла иҟақәа инадыркны аиҵбацәагьы налаҵан имаҷымкәа иҟоуп. Убас еиԥш ақыҭақәа зегь ҵааны абри проект, пилот проект ишәыдаҳгалар иҳалшартә ҳаҟоуп иахьа, уи ҭҵааны иҳамоуп. Убри аҩыс анаҩс Гала раион имҩаԥаагаз иахьа уақәгәыӷыртә иҟоуп, избанда ишан абарҭ араионқәа ахԥа Очамчыра, Тҟәарчал, Гала раион закәанла ишьақәыргылоуп, ҿыц ҳәаақәа рыҭоуп. Аха иахьа
акалаҵареи аналаго зрыхуа згәы иҭақәо аргылареи аналаго ицәырҵуа иалагеит азҵаарақәа ари шәара шәраион иатәӡам, ари ҳаҳтәы акәӡам, ари шәа шәтәы акәӡам ҳәа. Уажәы Гала араион аҟынтәи илаҳкааит абас ишықәгылаз азҵаара, ҳуагьы имҩаԥаагаз убысҟантәи азҵаарақәа хсаалала иҟаҵаны иҟоуп, иарбаны араион аҿыстә ҳәаақәа. Убригьы ашьақәырӷәӷәара аҭахуп абыжәы иаарласны, иахьеиудукылартә иоуп, аха ҳхара ҳҳәынҭқарра арахь иаднакылоит, егьырҭ усгьы иадгылаӡом, уи ҳдыруеит қырҭтәыла ахаангьы аимакахьоуп аҟны. Аха ҳаҳтәы ҳганахьала иахьа ҳпарламент адепутатцәа ирыдыркылартә иҟоуп иахьатәи аҳәаа ҿыцқәа, убри ишьақәырӷәӷәартә уигьы ҟаҵоуп. Насгьы хылаԥшра змам ҳәа уҳәара уӡом, иахьа зегьы ҳажәлар зегьы џьара раионқәа рҟноума, ақалақьқәа рҟноума, зегьы аӡә дахылаԥшуеит, ҳҳәоит уажәы нас абарҭ ибган иҟоу ашьақәыргылара зымуа. Убырҭгьы ҳгәаанагаралоуп иаҳҳәо, аӡбашьа акык ҩбак шәыдаагалартә ҳәоуп, избанда убригьы иҟоу дара иахылаԥшугь алархәны аҳәынҭқарра напахьы игатәуп абарҭ зегьы, иара иатәны иҟоуп. Ари ақәҵара днакылахьан ҳпарламент ԥшьынҩажәаҩа шықәса рзыҳәан Аԥсны иҟоу зегьы Аԥсны аҳәынҭқарра ишатәу ҳәа. Убри анагӡара азыҳәан уажәшьҭа иахылаԥшуаз ҳарыгәҭамсып ҳажәлар роуп. Урҭгьы шааи шәҳадгыл, шәаргьы шәыхәҭааҟоуп, ишәылшо ахәыҷала, ишәылымшозар аҳәынҭқарра ахь иагоит, аҳәынҭқарра убригьы аҳәынҭқарреи анаплаки убыс еиԥш ахьӡҵаны, убрагьы ишьақәыргылартә убригь ҟалоит. Агьи ахԥатәи азҵаара ҳаnuҳәозар иаҳа игылаз абальна ирҳәоит уажәы аҵыхәтәантәи аамҭазы аҳәынҭқарра ганахьала ахылаԥшраҭо иалагеит абри ирацәаны ҳажәлар зыргәаҟуа аиҳарагьы ҿыц аԥсҭазаара иалало қәыԥшцәа ҳҳәап уажәы нас уажәы анхарақәа азыҳәан ҳәа амҩа изқәу иашоуп ҳәа сыԥхьаӡоит, аха ижәбома зегьы ирбап араион ҿыц аҟны ҳанеиуа ажәытә араион аҟноума ҳахьнеиуа зегьы гылоуп, абас ауаагьы шьоукы иҭаҩуп рҳәоит, зегьы иҳаздыруам, аха уигьы убыс ианбанзаҟоу. Насгьы дара ирықәнагом убри ихылаԥшуа, убри инызкылаз иҭазҩызгьы. Убра аҭаҩра ахаангьы ишыҟоу ала уажәы ҳара зегьы еибадыруа ҳауп. Абра аҭыԥан аҟны аус зуа адомоуправлениақәа рыхьӡуп. Ԥыҭҩык рыԥсахит, ԥыҭҩык нхеит, аха ишаадыруа ала убра дара ирдыруеит зегьы иҭаҩугьы изыхәҭангьы иҟоу ирзынхаа, изыхәҭам. Иахьатәи аамҭа азыҳәан абарҭ игәаҟуа абарҭ роуп, абарҭ ҳрыцхраап ҳәа еицәцәажәаны, убырҭгьы мыргәаақәагьы убригьы азҵаара аӡбарагь ҳаҳадгылоуп, убыс еиԥш иҟалар бзиоуп. Ҳара иҳамоуп ақыҭанхамҩа иазку аинститут бзиаӡа. Убырҭ ианцәажәо ирҳәогьы збоит, абри азҵаарақәа ақыҭақәа ирызкны аӡбашьа ҳәа. Насгьы абра ацитрусқәагьы ҳәа уажәы иажәыз ыҟоуп, ирзымҭиз ыҟоуп, зегьы убарҭ азҵаарақәагьы рзыҳәан абри идызкыло анкьа ҳара ҳхаан ҳҳәоит нас ақыҭақәа рҟны еиҿкаазар, абри азагадовительный центр ҳаҟами, убырҭ иридыркыло аҳәынҭқарра уи аҩынтәхантәи иқәҳаргылахьеит, аминистргьы игәаанагара здыруеит, уаанӡа иҟазгьы иацәшәон даараӡа, избан аҳәынҭқарра ахь иаагар, нас ибаар бжьысыр ҳаҳақәшәоит ҳәа. Абри аҳәынҭқарра аламгалакәа, анапы ииамгакәа частные фирмақәагьы ыҟан, Абхаз фруктомак ахьӡаны иахьсгәалашәом, експортная компаниагьы ҳәа фирмақәа иҟаз, уи збашьа амаӡам. Абригьы аҳәынҭқарра ахахьы иагароуп ақыҭанхамҩа аминистрра, агьи афымцамч азыҳәан убригьы ҵарауаа уажә ҳара зегь рыхьӡ зысҳәо убриоуп, ҳара аилацәажәара ҳаман иааигәаны, ателехәаԥшралагьы ицәажәон, ауниверситет аҟынтәи аус зуа агроинженерный факультет ыҟоуп, уаҵәҟьа абра ҳамоуп ЕКБ ҳәа ҵарауаҩ ду. Абарҭ иҳадыргало, аҳәынҭқарра иадыргало апроектқәа, убырҭ цәгьамшәа сас економиступ, иганахьала ҳара ҳазыхиоуп абри иқәшәыргыло абас программала, ҳара абри ақәырӡтәу афаида унаҭома, иунамҭома еиқәҳаршәоит ҳәа убыс ҳҳәоит, ҳара физико-технически институт ахьӡуп, уигьы убрагьы аус зуа даараӡа ахшыҩ змоу аинженерцәа аҵара змоу абзиақәа ҳамоуп, убырҭгьы иадгалан убри афымцамч атәы иаҳа дара ирҳәар иҟоуп, зегьы иргәырӷьоит, иахьа ҳвокзалгьы ирҳәон, убригьы хәыҷы-хәыҷла, маҷ-маҷла зегьы узыҟоума, аха уажәы излагаз бзиоуп адахьала уахьахәаԥшуа, убригьы аҳәынҭқаррагьы знапаки изылшо аинвесторцәагьы алаҵаны, убригьы ҳҳәоит, ҳаҩнытәҵәҟьа иҟоу, уахьынтәи изылшо дыҟазаргьы иалархәны, амала аҳәынҭқарра ахагыланоуп са изырсҭаху иаасҳәо зегьы. Уи здыруеит агәаанагарақәа шыҟоу, аҳаԥыра рҟынтәгьы шыҟоу здыруеит, абри аҳәынҭқарра ахь анапахьы иахьыҟоу иаҳа иармаҳәо ахшәалахә иунаҭо еффект ҳарҳәоит, убри иаҳа имаҷхоит гәыуеит ҳәа, уигьы аӡбашьа ус ыҟоуп, убра 1% аҳәынҭқарра иахагыланы егьырҭ аинвесторцәа рахь аҩныҵҟатәи атәыхьтәи иаауа урҭгьы ирыхәҭоу роуа,
أباش يبشو بسام يحقلر حستارة كوي يحي وني كل ستارة كوي إقتصادية جانا خلا سكوانا جرلا أجبر يحمل إن شاء الله. ياش زين فينال جوز شحيد ريفورم كرام تايد ريفورم كرام تا يخب خزر يا على بوليتيكا ريفورم حالا شوي جوزر يونيزيك يخب شك سرزاحن يتصير دروا بسنزيزي كبوليتيك تيروحوز آخر كران يحوز هرجيحن صوز يحوز خاجين بي كمان عن هرجيحوز خياك بحثز يحزق أمتز شرقي شن صوز يفحون وبرتاجك ورتي يخيجي تبي خا يا أب عامت عايشتي كرزويت شوك شهاتو يعزتو زيجريتكيس حقنيس في وارد كلارو بري علوت نسوسيو بير بازيتي أمشر كوي خان ياشر حزر جي خسر بازيتي عن صوب ستقلرو مامزر جي بازيتي كحزر ري بازيتي حز ياشي حزر جي ري يفتريتش نخويت حراوي حشبقنقو حرح تشقاله وسيقو وبري زاخو بشوشه حقصنا خوجك حايز قصنا حبسات جي لقوبي حم بابس وتصوي حاجلي روخ شك حزات ازري حز حيمخو بشوق عزو حيمخو بشوق عزو حيدغلوزر وسقنا براس قوب يسلشو يا خوجه ساس экономист زمخانس راغال رايون يحط شغال رايون يونيزيك فيزش وسزح يجي بنزيك خون حيرون يخن خزر علود يجوخ ما يجوخ نزيك هشمشير رايون ينخو شرشو بشعاو اوز زوش زدبش بزمخشا بزيوش عيقو بيجي نحوا في شو سزح ان بانديميا خوجه بانديميا خبرخه سدرن حاجه وايوني تان هذا ماسكي خزني عيزار بيري بسبب برخه زي حاجه من شاء الله زي على ناس وسكرات فان ويجرا باراكاتو خو بيزدرو دانيا كريتيكا ناوتس يمريوب وسورا خان يحس في بريسخز يخدو بريزح خبري ازقوب بيري بيسحيو وبري حنتو داني كان خيا حرخ اجيس ناس يرا بري ايكونوميكا حزرو حاب يرا بوليتيكا ريفورم دي تشوباز ورتي سزرو أبري أقول حمد زميس مشى أبري أتعالى زوج جواب يستخم جواب حيتبان إن كذا برحلة علوت يستخمجي ويسيق وشو وبريجي حزقت سنجين وخوبري يستخم يتبا مريوب بس حيتبان يحب يعرفنا حنشجو ورت ناس درا يرسل فيه بأتعالى ترى يعني كلوارنا كحنالك لك وش قنوب رزني ورت دريرتو تبن روا يسخصها يحب وجبري ابارتمنت كحيش تشخص حب الزعارة او بخاني بشي لحظة سراوي زنزس ساتشغلزون بتفكر بش بري عملارو بحزحوي ساتشغلزون مزبنزر وي ابزيالو يزبط حخو يزبط يحخ برخاغو يحخ شو جواب خسر ساغزر وبرا ابري أناخ أتجيم بواق باسكي زوا حبس وعشرة حبش حزاز أزر أقوات أحساسي حب جاجر رايون عن أبس وارختاد جلرس خزوم درجير تخوبة قدر كلر تسوانس برسبكتيفة توبو شايف دروت يا حرك أوسو رخام أو أخام أبستازا رخام أو أخام أبستازا رخام يتشوف أمر كلر برايون كلر وبراخ وبرت ابارتمنت كو يحيى يقص يحب وبراخ يحيى اسقاس واخر خزر علاسك يجرمك يخنق علاسك خوجك يحيى يحب خنزي كيك امرغل رخ رايون كوتا عاستي ينزك يحب غاغر رايون نس كوتا عاستي بس كوتا يعصن بس حزدير ان يزحوي ديموغرافيا لازغوتها ويني بلا خنزي كيك روب كوتا ليزمو زين حب ابارتمنت ما جنزي كيك روب يزمو ويحد ديموغرافيا زنزاي لنا غاربي بشي برخاغزم وانس شحال прописка رولزوم паспорт رولزوم يجيوم ناس وياشني عصوب زيجي ويساق شحاتو أري شخصو كمان على خباف بالسعر حززبر يري يودو في بروبي حمو وسواس خسر принципиально фундаментальное. Вы устуху дать. Я, конечно, не экономист, и сейчас вот соревноваться в экономических терминах или там умничать я здесь не буду. Я политик, и потому с точки зрения политика я хочу сказать пару слов. Хотя политика и экономика, она идет как бы, скажем, в унисон.
и они друг от друга прямо зависят. Для того, чтобы завтра, может, что-то изменится, у меня будет возможность со своими коллегами тоже сказать, давайте Абрахмат Секуб, Абра, Шача Арцет, Инткара, Хада, Абра, Пеза, министр Шача Айцет, Вачек, наш русский герои, Вачек, Хамат Секуб, Яшо, вывод Хуацен, нас Абрабаса, Шашакая, Хаяла, говорит, Хамат Секуб, и говорит, Хабик Схарцезанги, значит, анализ, который бас Шавера, Сара, лишними Пезгазаха, при всем при этом я не перестаю, значит, указывать на ошибки и говорить, что где надо, во всяком случае, есть возможность это исправить. Любое дело, тем более маломальское, оно должно быть взвешено, обговорено, ну, во всяком случае, что правильно его воспринимали. К чему я это все говорю? Александр Георгиевич, понимаете, у нас ситуация такая, у нас есть чиновники, которые натворили делов. И почему-то за 3 года мы не смогли ни одного чиновника наказать. Я не говорю посадить, я ни разу это не говорил. Если нужно будет посадить, это власть, вы должны сами определить меру ответственности или так далее. Но, как минимум, люди, которые творят беспредел, они должны нести наказание. Люди должны, те, которые ответственность на себя взяли, кто-то за какие-то деяния всегда должен нести ответственность. Но не бывает такое. И раз только людей недовольных, значит, есть где-то проблема. Давайте начнем, просто научимся эти вопросы снимать. У кого-то ручку отнимем, у кого-то кресло отнимем, у кого-то еще что-то отнимем. Понимаете? Ну, так не бывает. Бесконечно, что есть проблема, но нет виновных. Есть проблема, но нет виновных. Так не бывает. Понимаете, в этом бардаке что-то вот планировать, даже хорошее, вот я уверен, что вы на самом деле, сейчас наверняка у вас это не наиграно, вы хотите реально какую-то провести хорошую реформу экономическую. Все равно надо прийти к тому, чтобы любая реформа, которая должна воплощаться в жизнь, она должна получить в зародыше к тем людям, которые они реально будут это воплощать, понимаете, чтобы это не превратилось, я не знаю, во что потом в конечном итоге. Вот у нас был с вами небольшое время, значит, такое в нашей истории общение по нашей инициативе, вы, наверное, вы это помните. Мы очень много хорошего, кстати, предлагали. Один из вопросов тоже было, есть там сделать приоритетом 5-6 вопросов, да, вот чтобы все заинтересованные лица и с оппозиции, и власти, все, чтобы садилось, вот это вот прямо на входе. Вот там поругаться, подраться за столом, я не знаю, может даже и постреляться, но там это решить и не выносить это как бы на суд уже вообще непонятно. Да. Здесь это все решить, уже с готовым продуктом выходить, и вам это легче будет, потому что вам, естественно, по тем или иным причинам надо куда-то ездить, там где-то что-то, значит, разговаривать, но не имея здесь спину сзади, да, какой бы она ни была, провластно, властно, какой разницы не было, чтобы там спину вам кто-то уже, как говорится, не лили ни грязи, ни еще что-то. Это все надо было здесь снимать, и уже смело вы в любом месте могли бы разговаривать. К чему я это говорю? У нас опыт был такой, мы предлагали, открытое письмо делали, обращались к вам. Я вам напомню, сейчас вы можете и не помнить, в принципе. Письмо тоже сейчас скажу, какого характера. Мы, когда говорим об экономике, о чем мы говорим, что у нас, естественно, нехватка, скажем, наполнения местного бюджета, да, ну, в смысле нашего республиканского бюджета. То есть, насколько бы он хороший не был, лишних денег не бывает. Чем больше, тем больше есть потом место, куда их тратить. Да? То есть это такая вот, как говорится, математическая, как говорится, задачка. Вот в связи с этим, хотя многие оппозиционеры со мной были не согласны, но мы лично встречались, значит, с Сатаром Хеце, с Алясом Михайловичем, мы разговаривали по этой теме, и они даже удивились, вы что, это поддерживаете? Мы говорим, слушайте, мы что, враги своего государства? Мы поддерживаем, да, мы хотим, чтобы государственная граница между Грузией и Абхазией была открыта, и она имела официальный статус. Мы признаем Грузию как государство. Кто не признает Грузию? Она государство?
государством. Мы себя признаем государством. Тогда почему у нас не должно быть государственной границы? Я вот это не могу понять. Она у нас есть. Нет, она, ну как она? Она у нас номинально есть, но она не работает. То, что они нас не признают, нам вообще это как бы, мне это не касается. Так не бывает. Некие умные люди мне, значит, в этом смысле объясняли, что вот как вот ты это представляешь, как мы будем работать с товарами, заходящими в Грузию. Что за глупость? У нас есть постановление Кабинета министров, где есть перечень, значит, товаров, которые подлежат растаможке, и те товары, которые облагаются НДС. Они установлены, неважно, за какую сумму там куплены, неважно, какая там бумага с ними идет, сопроводиловка. Зашел товар по факту, растаможили, значит, получили необходимые, значит, дивиденды, государство получило, товар пошел дальше уже с нашими абхазскими документами. Что это так трудно сделать? Мы сегодня держим огромную армию чиновничьего аппарата, то есть это не чиновничьи, то есть силовиков разных, значит, направлений. Мы деньги им платим с бюджета, они занимаются определенной работой, но при всем этом их работа нам государство ничего не приносит. То есть мы просто тупо за что-то платим деньги. При всем этом мы теряем, но сейчас не могу много, я сейчас еще не экономист, но я думаю, в пределах как минимум 500-600 миллионов в год мы теряем. Как минимум. Я так это предполагаю. Из-за того, что у нас сегодня граница, хотите вы не хотите, якобы кто-то закрыл, прикрыл, но мы все знаем, что товары идут, кого-то это очень устраивает. Это было и тогда, и сегодня, и вчера. И мы пока там порядок не наведем на этой границе, никогда ничего не будет. И более того, тот вопрос по транзиту, я тоже в принципе не против этого транзита. Естественно, в самом понятии, что такое транзит. Я не знаю, там какие подводные, значит, камни под этим транзитом, но сама идея мне импонирует. Если я более детально буду знать, как не я, как наша организация, как Айдгул, или как депутат парламента первым долгом, если я буду, конечно, все моменты, мы уже, в принципе, обсуждали, да, Дмитрий, мы один раз уже там были, в парламенте приходили. Но более детально, если я буду знать, наверняка... Да. К чему говорю? Не может быть никакой вопрос транзита, мы не можем говорить, пока мы не приведем границу в соответствующий порядок. Какой транзит может говорить, если границы у нас нет? Сказать, что это элементарно можно сделать, да, какие-то есть сложности, но это все преодолимо. Должен быть просто, ну, это президент, в данном случае вы просто на себя должны взять ответственность и отменить указ, или просто издать новый указ, значит, отменить указ Сергея Васильевича Багарова. Вы извините меня, но при Владиславе был указ о том, что там по факту, по решению Кабинета министров изымалось, значит, определенные, там, все, что необходимые платы, которые там должны были производиться, там все производилось. И потому это первый вопрос. Вот этим надо заниматься. У меня пришла мысль одна, очень интересная. Каждый президент, приходящий на новую должность, все декларируют, что вот они будут там сокращать аппарат, чиновничий, там, оптимизацию проводить и так далее, и так далее. Как я понял, как я представил, что мы вообще найдем эти деньги, построим вот это здание и начнем мы его заполнять, вместо того, чтобы оптимизацией заниматься, а мы еще начнем его находить людей, чтобы его еще и заполнить. Тогда оптимизация не будет. Да, я просто ужаснулся. Я сказал, я понял, что этого нельзя делать. Я пришел к Раулю Джумковичу. Я сказал, Рауль Джумкович, у меня есть одна идея, послушайте ее внимательно. Ну, он говорит, я слушаю тебя. Я сказал, вот есть у нас здание, огромное здание. Я знаю, что какие-то деньги ищутся для того, чтобы его восстановить, опять этих чиновничий аппарат раздуть, загнать. Я говорю, не надо этого делать. Я говорю, а он говорит, что предлагаешь? Я говорю, я предлагаю. Вот соберите, вот то же самое, то, что сделали вы. Но то, что вы сделали, в самой сути мне не нравится, а само действие правильно, что вы сделали. Вот собрать этих же абхазов, денежных, которые в свое время, которые жирком уже заплыли, нормально все у них, они могут, в принципе, помочь Абхазии, даже не бесплатно. То, что сейчас я вам скажу, это даже их устроит.
собрать их, отдать это здание за условный рубль. Им просто сдать и дать им вот возможность сказать, вот я вам даю там определенное время сделать вот этого здания визитной карточкой Абхазии. Вот сделать там 7, там 5 плюс 2, там, или там, я не знаю, сейчас какие установки сейчас есть, я сейчас могу ошибиться, 5 плюс или там 7-звездочный отель. Чтобы это было очень круто. Там это, во-первых, это весь квартал относится к нему. Там можно сделать по вертолетную площадку, все остальное. То есть это будут притягивать. Рядом море. На корабле кто-то подплыл, кто-то на своем вертолете поехал. Подъездные пути шикарные, транспорт подходит. Маленькие эти здания отдать под игорные, если горные неправильно сказать, игровые вопросы. Да, у нас по законодательству оно, значит, у нас не прописано, но в принципе это тоже можно рассмотреть. При определенных раскладах там тоже есть квоту можно сделать, чтобы местное население не играло, чтобы это нас не превратилось в то, чтобы люди там, как говорится, последние дома не продавали, не шли играть. Это есть такой пример. Вот это все, это наш внутренний ресурс. Давайте просто умно будем подходить. Я извиняюсь, там единственное, что Джумкович, в принципе, с чем не согласен был, он говорил, что там планируется, значит, Владислава, там, его памятник ставить. Я вообще ничего в этом плохого не вижу. Если за Владислава вырастет шикарный отель, это как раз таки символизирует то, что с чего начали, к чему мы пришли. Может быть, это даже символично. Да, символично. Может быть, даже есть фонд первого президента. Можно, в конце концов, какой-то процент от всего этого пусть идет в фонд президента, первого президента Абхазии. Я вообще считаю, что это можно все эти вопросы отрегулировать, если правильно подходить. Вот два таких вопроса, которые сегодня я вижу, что мы обязательно должны это решать. Понимаете, это все то, что мы можем сами это сделать. Эти люди, многие наши, значит, богатые абхазы, они вот здесь крышу нам нигде не сделали бесплатно. Даже в этом случае мы не говорим бесплатно сделать, и мы им просто отдаем, после они сделают себе же бизнес, который будет им деньги приносить, и будут, естественно, большие налоги, какие-то прибыля отдельно будут приходить в государство. Вот в этом пусть нам помогут, хотя бы в этом. А не то, что у них там интересно построить, скажем, апартаменты. Понимаете, апартаменты, мое мнение, может, я сейчас уже много говорю, но все равно не сказать не могу. Апартаменты, будучи тоже главой администрации, с администрации президента России ко мне 2 раза приезжали, обсуждали этот вопрос. Мое мнение, им интересно было. Но, честно говоря, оно как-то соблазнительно, оно звучит соблазнительно, смотрится соблазнительно. Если ты не готов и не стойкий, можно сразу за этим вопросом побежать, сломя голову и набить себе шишки. Но с другой стороны, понимаете, я человек, прошедший войну, наверное, это не секрет, здесь многие здесь сидящие такие коллеги наши то же самое прошли. Наши деды проходили, ихние отцы проходили. У нас проблема всегда была то, что открытая душа абхазов плюс заинтересованность материальная, как всегда, как мы любим делать. Сперва мы абсфора ставим, потом сразу за ним материальная часть идет. Мы это, сейчас не в обиду сказано, первых армян мы поселили в селе Мцара, просто в селе одном. Сегодня, если вот здесь Тимур Хухотович говорил, и на самом деле в этом смысле я с ним солидарен. Мы реально должны перепись населения сделать. Это правильно и экономически, политически, значит, демографическая, какая у нас ситуация, мы будем знать. Мы армян поселили от души, без задних мыслей, в селе Мцар, одно село. Сегодня они, извините меня, практически с нами соревнуются в численности в Абхазии. Мы ничего против не имеем. Но мы маленькая нация, мы можем в этом затеряться. И тем самым, то же самое, апартаменты. Разрешая апартаменты, мы должны, понимаете, чуть-чуть смотреть с точки зрения национальной безопасности. Что нам завтра это даст?
что на завтра нашим внукам придется делать то же самое, что и мы делали? Или у нас все-таки это получится? Никто же анализ не проводит. Мы только видим якобы там финансовый какой-то там взрыв там, или, не знаю, манна небесная у нас будет. Я так не считаю. Это надо, такой вопрос очень тонкий вопрос. Потом, прежде чем это разрешить элементарно, если даже мы по этому пути пойдем, а что у нас сделано для того, чтобы апартаменты разрешить? Александр Георгиевич, у нас до сих пор, я же не раз, не два говорил, у нас что, земельный кадастр сделан, что ли? У нас что, определено, где что можно сделать, что ли? Нет. Давайте хоть это закончим. Что к любому делу, чтобы прийти, мы должны быть последовательны. Давайте закончим кадастр земельный. Это же самое главное ценность в Абхазии – это наша земля. Она не продается, но она может быть продуктивной. По апартаментам. Я вот здесь чуть-чуть вот с аналогом, одну вещь я вам сказал, этим же хочу и завершить. Если мы законодательно закрепим все, вот то же самое, у нас будет земельный кадастр, мы определим зональность первым долгом, потом квотирование. Естественно, это закрепим тем, что не имеют права там они быть потом избираться, быть избранными и так далее, чего мы больше всего опасаемся. Александр Георгиевич, нашим чиновникам беспределом, я что, могу надеяться, что завтра они не найдут способ это все перелопатить, обойти и сделать? Мы же это сплошь и рядом это видим, слушайте, посмотрите. Кому доверять такой документ? Ну, грубо говоря, на 10 тысяч там апартамент мы сделаем. Что это не выльется в 40 тысяч завтра, кто гарантию нам даст? Никто не даст. Вы посмотрите ответ прокуратуры, который они дали Айдгуларе и еще двум организациям, что вы спасли Беслана Куправа, потому что вы не ратифицировали договор, а то он попадал бы под уголовное дело. Это что за бред? Это что вообще? О чем речь идет? Мы, оказывается, Беслана Куправа спасли вообще. Вы в курсе? Вы считали это? Я вас прошу, почитайте. Я думаю, что будете смеяться, а потом будете горевать вообще, что такая ситуация. То есть они такой дали нам ответ, что да, есть нарушения по Пицунде, все есть, но из-за того, что ратификацию мы не приняли как парламент, мы спасли Беслана Куправа, а то вступало бы действие, уголовное дело по отношению к нему. Если мы, то есть попытка действий было, а действия нету, потому что не ратифицировали, оказывается. Вот такое, вот с такими людьми, вот с такими чиновниками, вот такие вопросы. А? Да. Нет, я юрист, но я не практикуюсь, но я юрист, да. Ну, теорию чуть-чуть знаю. И по силу того, что, значит, я еще второй раз уже депутат парламента, приходится, то есть, иметь с этим дело. Я сейчас не то, что сильнейший юрист, но элементарные вещи я знаю. То есть могу там не ошибиться. Я, наверное, много сказал, но и последнее. Если я зерно здесь увижу, конечно, я как экономист здесь не могу присутствовать. Во-первых, это неправильно. Сидеть и здесь умничать, как экономист, я не буду. Естественно, мы как Айдгулар кого-то делегируем, экономиста, они будут заниматься. Будет там политический вопрос, естественно, руководители, наверное, будете звать, если мы к этому вообще придем. Все-таки надо иметь в виду, что когда был ковид, нам, наши бизнесмены абхазские, помогли. И не на 1 рубль. Сколько денег они перевели? Бесплатно, безвозмездно. Фонд Министерства здравоохранения, не помню, что. Я знаю, что больше 40 была цифра, 45. Потом добавлялось. Да, это для полноты информации, вы же хотите, чтобы она была. Это абхазские бизнесмены, которые живут в России, такую сумму денег во время ковида перенесли. Если мы сегодня создаем, в принципе, рабочий нормальный орган с хорошей задачей друг друга услышать по поводу экономических реформ. Вот Заур Иванович, представитель научной среды, так скажем, мне очень интересно узнать, может ли наука стоять в фарватере, если ей не определены задачи государственные, в каком направлении вы должны научно прорабатывать эти реформы. У нас ведь борьба, как бы, если она вообще у нас есть, не борьба идей же у нас борьба общественных организаций и партий.
намечается, видимо, борьба частного капитала и людей, ратующих за сохранение государственного подхода. И это я вижу даже в том, что вот сейчас здесь было озвучено относительно судьбы, ну да, сгоревшего здания Совмина на площади Свободы. Даже вот это показательно. Я сейчас как бы ложку дегтя вношу в наши радужные речи. Так вот, я думаю, что наша комиссия, в частности, естественно, глава государства, должен внести ясность. Это, кстати, ясность, я вперед забегу, поможет и в нашей общественно-политической жизни, где проходят границы государственного владения этой землей, государства абхазского, а где интересы частного бизнеса. На вопрос, на примере закона об апартаментах, этой границы частно-государственное, не партнер, вот символичное, кстати, название, государственно-частное партнерство. На примере закона об апартаментах мы этой границы не видим. Мы продолжаем обсуждать закон, не сулящий нам выгоду, а несущий угрозы изменения национального состава, и мы продолжаем его упорно обсуждать, как бы. Здесь озвученные выгоды, они как бы быстро закончатся через год-два, потому что весь гостиничный фонд, когда поймет, что ему предлагает закон об апартаментах, если идти по букве предложенного проекта, они просто переведут все в апарт-отели, и налогооблагаемая база уменьшится в разы, хотя бы поэтому будет это не очень выгодно. И не надо верить в человеколюбие наших бизнесменов. Там, где будет выгодно, туда они и утекут со всеми уставными документами и способом уйти от налогов. Я их сейчас не демонизирую, но бизнес так построен, в первую очередь на извлечение прибыли. Потом здесь прозвучали слова о транзите. Вот Кан Валерьевич о нем говорил совершенно верно, я его поддерживаю полностью, вас поддерживаю, комиссию создали. Правильно, совершенно. Абхазия превратилась в логистический, политический тупик, в котором мы сами себе не пытаемся, из которого, вернее, найти выхода. Совершенно верно, что, да, если о нем говорить, о транзите, что его надо развивать. Мы вообще-то 30 лет назад добились победы, а не поражения, но в нашей дипломатии 30-летней по разным причинам мы занимаем оборонительную позицию. Сегодня у нас за спиной какой союзник, мы уже мозоль на языке, какой у нас союзник, как мы этим воспользовались, что у нас такой союзник. Надо перейти к дипломатическое наступление, надо вспомнить, кто мы такие, а кто мы такие для этого союзника. Единственная неофициальная или официально признанная ими страна, которая рядом с ними сражается, наших мальчиков привозят и хоронят парней. Что мы с этого... Сейчас некрасивое слово, получили политические дивиденды? Нет, пока не вижу. Теперь вопрос продолжу. Транзит технически, если сейчас такую подоплеку международную подвел, а как вы его видите, его осуществление на фоне практически уничтоженной энергетики? Вы говорите каждый месяц собираться. Я предлагаю прямо сейчас обсудить решение, которое до следующего заседания через месяц даст эффект положительный, даст эффект в киловаттах и в огромных суммах денег сэкономленных. Предлагали план антикризисный по энергетике. Я повторю то, что говорил на общественной встрече. Не существует никаких нерешаемых технических проблем с нашей энергетикой. Существуют только вопросы доверия. Критическое отсутствие не электричества, а доверия между нами с вами, между властью, народом, между всеми, в общем. Тогда вопрос, если майнинг уничтожает нашу энергосистему, которая основа нашей жизни, основа будущих проектов, тех же транзитных или тех же апартаментов, если к ним придет, ничего не будет, если не будет энергетики. Причем я, например, Заур Иванович, не знаю, поддержит или нет, ярый сторонник того, что, зная нас самих, смотря в зеркало, что можно быть только сторонником государственной монополии в энергетике. Мы предложили план. И этот план, может, он не так был технически, там, цифрами снабжен, осознанно мы это сделали. Мы предложили, если майнинг нас уничтожает, майнингом занимаются, ну давайте, это типичное деление, и властные, и провластные люди, и оппозиционные. Ну давайте тогда,
Пусть тогда главой, вашим решением, главой Черноморэнерго станет представитель оппозиции. Я озвучивал имя, сейчас здесь это некорректно говорить. Пусть его замом станет, естественно, представитель власти. Вдвоем они с символическим топором в руках, они уничтожат, по крайней мере, остановят потребление около, по предварительным оценкам, больше 100 тысяч машинок действующих. И энергетики это знают, и они сами частично вынуждены это покрывать, потому что они не могут сопротивляться порой физическому воздействию, административному и так далее. Ну, давайте правду говорить. Зачем нам мифические реформы? Вот сегодня люди без света сидят. Уменьшим потребление прямо сейчас, в течение недели-двух. Будет о чем поговорить. Через месяц уменьшится количество и цифры перетока. Это тире рубли, которые нам придется отдавать. Вот вам реформа. Зачем нам дальше что-то обсуждать? Что в придачу к этому идет, мы тоже предложили, по-моему, вполне понятно. 5-летний бюджетный план субсидирования, именно вот Владимир Валерьевич здесь спорили с ним в свое время в парламенте, именно субсидирование энергоотрасли. 5 лет по 300 миллионов, вот вам и 1,5 миллиарда инфраструктурного кредита, который нам пытаются повесить на шею люди, которые способствовали получению железнодорожного кредита с неизвестной эффективностью. Был принят закон о более широком внедрении контрольно-кассовых аппаратов. Это же манна небесная. Сколько у нас в тени наличности ходит, никто даже знать не знает. Присутствующим хотел бы одну цифру напомнить. Наша собственная часть государственного бюджета более чем на 80% формируется бизнесом. Я просил бы это иметь в виду. Нашим национальным бизнесом. Поэтому здесь присутствует директор Института экономики и права. Вопросы, которые мы обсуждаем, они на стыке и экономики, и права. А ваше предложение я услышал, мы подумаем над этим. Просто я не видел этого документа. О каком документе по реформе отрасли энергетики идет речь? Где этот документ? У Джансуха Эдуардовича. Ну хорошо, дайте я посмотрю. Мы часто говорим о реформах, но для того, чтобы говорить о реформах, должна вообще существовать устоявшаяся модель экономического развития, которая вообще нуждается в реформировании. Я хочу сказать, что такой модели у нас на данный момент нету. У нас фактически множество сфер жизнедеятельности нашего государства, и по экономической части в том числе они носят более такой хаотичный характер, я бы сказал. Если говорить о простых базовых вещах, я хочу сказать следующее, что наше государство, оно по большей своей части отдает такие приоритеты, как привлечению частных инвестиций для иностранного инвестора. Но я считаю, что мы очень мало вкладываемся именно в своих граждан. И опять же, если вернуться к базовым вещам, например, я являюсь банковским служащим. Я работаю уже более 8 лет в банковском секторе, и на примере банковского сектора хочу сказать, что у нас отсутствуют стимулирующие элементы, которые призваны развивать частный сектор, давать возможность гражданам республики развивать малое и среднее предпринимательство. И за все время вообще существования банковского сектора эти механизмы до сих пор не появились. Речь идет именно о целевом кредитовании, для того, чтобы государство имело возможность посредством целевого кредитования воздействовать на различные сферы жизнедеятельности нашего государства по части экономики. И таких инструментов у нас нет долгое время. То есть фактически можно сказать, что банковский сектор, он существует ради самого себя, не на благо развития экономики, потому что это звено, оно отсутствует, а исключительно для того, чтобы извлекать прибыль в свою пользу. И банковский сектор, он не исполняет ту важную роль, это как кровеносная система в одном большом организме под названием государство. Потому что банки, они призваны доставлять деньги в те места экономики, где они больше всего нужны. Я работаю в Сбербанке.
8 лет, более 8 лет. Я очень рад, что у нас появилась такая возможность взаимодействовать с вами. Я надеюсь, что этот формат будет развиваться и дальше. Я не хочу как его, уходить далеко в политику. Вот. И если будет возможность, конечно, дальше продолжать встречаться и общаться за этими столами, будет больше подробных и конструктивных предложений не только по банковскому сектору, и вообще по экономике, и о том, как сделать так, чтобы наши граждане имели возможность получать денежные средства для развития малого и среднего предпринимательства. Меня больше именно это направление интересует. Обороты увеличились, там есть свои положительные тенденции, но тем не менее. Деньги как ресурс мало кому доступны, потому что они дорогие. Об этом надо думать, как быть. Вообще надо понимать, что да, вот энергетика – это основа основ. Так как я работал в этой области, не в смысле энергетики, я работал в правительстве, и немножко этот вопрос понимаю. Дело-то не в том, что майнинг, да, майнинг можно уничтожить, там, но у нас на самом-то деле проблема в другом. Изношенность большая и очень большие потери из-за этого. У нас там, по-моему, больше 500 миллионов киловатт-часов у нас. Да? Потери. Представляете, 500 миллионов киловатт-часов у нас просто уходит куда-то неизвестно куда. Нам это надо восстанавливать. У нас есть проблемы большие с трансформаторами, которые работают на подстанциях. Сейчас повторяться не буду, но каждый трансформатор должен иметь страховой трансформатор. У нас их нет. Для того, чтобы закупить новый трансформатор, ну, когда я работал, они стоили чуть больше $2 миллионов, и они не изготавливались в России, их надо было привозить из-за рубежа. То есть это, ну, сейчас, может быть, делают. Это проблема, одна из проблем для того, чтобы стабилизировать напряжение. И надо решить вопрос, что делать дальше. Дальше вот Ингургэс остается как бы единственным, да, источником, или все-таки развивать какие-то другие направления энергетики. Вот эта речь о том, что малые подстанции, я вам могу сказать, это их выгодно делать только при одном условии, если цена электроэнергии будет намного выше, потому что реконструкция малых подстанций на киловатт-час, она экономически, при наших ценах, экономически невыгодна. Это кто считал, интересно? Это давно уже во всем мире подсчитано. Вы про перепадные? Я не перепадные, я имею в виду вообще малые электростанции. А перепадные тоже надо вкладывать деньги, и немалые. Ну, есть кто вложит. Но я сейчас не говорю, кто вложит. Если вы найдете человека в Абхазии, который вложит эти деньги, 100-200 миллионов или 500 миллионов Они найдены, я долларов. вам секретов. Ну, просто говорю, что таких денег нет, к сожалению. Другой вопрос, что часть денег, конечно, надо, я тут согласен, что предусматривать в бюджете. Другого пути на сегодняшний день нет. И так их проводить какие-то работы, связанные с линиями, там, трансформаторами и так далее, эта поддержка должна быть. Большие работы, конечно, надо искать инвестора. Но я еще хотел бы немножко по другому вопросу сказать. Мы пропустили, конечно, перепись, она должна была в 2020-2021 году примерно пройти, потому что существует так называемый ООНовский раунд. Они проводят перепись раз в 10 лет. То есть мы, когда проведем перепись, наши данные автоматически попадают в статистический сборник Организации Объединенных Наций. То есть нам все равно надо готовиться. Второй вопрос, который мы дважды, я имею в виду Абхазия, не имею в виду правительство, сейчас не буду, еще с времен нашей работы, это сельхозперепись. Мы, когда готовились, ее готовили, потом начались разговоры, что это приведет к каким-то налогообложениям, перепись, сельхозперепись, во всем мире проводится, не приводит к этому. У нас почему-то начали, ну, это борьба, когда политическая начинаются вот эти все движения. Потом вторая попытка была уже при Рауле Джумковиче провести эту перепись, она тоже не увенчалась успехом, но ее надо провести, потому что надо знать, какое состояние у нас в сельском хозяйстве. И еще один вопрос. Надо создавать предприятия. Что бы мы ни говорили, курорты там и так далее, да, но эти курорты должны обслуживать предприятия. Я имею в виду, прежде всего, легкую промышленность. Там, имеется в виду, потому что добавленную стоимость создают именно предприятия. Иначе этого не может другого пути быть. Все эти наши курорты, вот сейчас у нас курортная сфера, да, у нас частный сектор фактически мизер приносит
в бюджет. Потому что тоже уходит, даже тот налог, который существует для них, да, там 3% от общего дохода, то они его так не очень-то охотно платят. О сельском хозяйстве, раз я еще 2 слова скажу, в наших условиях, конечно, есть одна большая проблема. Это хранение. Хранение сельхозпродукции. Вот я по телевизору смотрю, какие мандарины продаются, да, где-то на рынках России и так далее. Красивые, да? Наши мандарины приходишь, они уже сжаты. Это как раз механизм хранения мандарин. Там много технологий. Потом надо провести селекцию сельхоз. Я имею в виду вот ту же самую кукурузу, да, те же самые другие продукты, я имею в виду помидоры, огурцы и так далее, которые непосредственно у нас могут давать производство. Сегодня кукурузу у нас стали меньше выращивать, правильно? И фасоль практически. Да, и фасоль. Почему? Потому что считают, что там, зачем выращивать, когда можно закупить, и цена, естественно, выросла. И еще один момент хотел бы, вот я сказал хранение, 2 момента сказать. Образование. Я вот как-то, когда в арт-отеле в университете обсуждали, я этот вопрос поднял. Среднее специальное образование. Оно, я не говорю катастрофическое, но оно не очень хорошее. Я уже повторяюсь, но скажу. Когда в одном, теперь колледже называется, да, профтехучилище, готовят юристов, бухгалтеров и поваров, я вот этого понять не могу. Понимаете? Либо мы готовим поваров, а юристов и экономистов, слава богу, есть 2 вуза, которые у нас работают и готовят специалистов, и считаю, что неплохих. И такой, может быть, не очень хороший момент, это вот у нас есть Институт стратегических исследований, да? Центр точнее. Хотел бы, чтобы этот центр немножко работал в другом направлении еще. Это общественное мнение. Вы понимаете, да? Опрос. Хотя бы раз в месяц проводить опрос для того, чтобы и руководство страны знать общественное мнение, потому что оно как бы... Потому что по опыту, который, знаю, у нас были, проводились, там не всегда, конечно, бывают хорошие вещи, но их надо знать. И в каком направлении работать. Потому что вы знаете, что как это, Олега Несторовича Домения центр тоже проводит определенные опросы, да? У них есть свои данные. Я думаю, что с этими данными тоже надо ознакомиться для того, чтобы хотя бы иметь представление, не говорить, что все плохо, да? А понимать, что для этого улучшать. Но я хотел бы просто, чтобы это был действительно вот конструктивный разговор. Не просто вот говорить либо плохо, либо хорошо, а находить какие-то компромиссы и говорить. Этапность реформ. Что мы сегодня можем? Вы знаете, мы много решений принимали, да, в свое время. Принимали, я просто по опыту говорю, так называемый подсчет национальных счетов, да. В 2013 году мы приняли решение, в 2020, помните, Владимир Владимирович, в 2020 году перейти на систему национальных счетов. Но в связи со многими политическими ситуациями, которые в стране были, да, этот вопрос ушел. Каждый, кто принял участие в работе, получить информацию о том, кто будет здесь ответственным секретарем, кто-то из чиновников, там пару человек буквально, будет согласовывать повестку дня. И уже ответственный секретарь, они будут как бы промежуточные какие-то встречи, видимо, проводить, обмениваться документами. Давайте этому сегодняшнему собранию придадим живучесть. Я это говорю искренне, это очень важно. Банковская сфера, правильные оценки, я с этим согласен. С тем, что сказали вы, согласен. Точечные вопросы, о которых сказали вы, я согласен. У нас, как это русская поговорка, гольная выдумка хитра. Классические подходы, они нужны, неординарные подходы тоже нам нужны. Людей нужно занимать делом. Только дело нас может спасти. Что касается нашей статистики, соответствующее поручение было дано. Там подсчеты тоже, скажем так, не по тем координатам, мягко говоря. Так, да, Кристина? И вот я уже видел этот документ от 2021 года. Там опять написано, что у нас койко-мест 25 тысяч. Хотя по факту мы говорим уже 2-й год, что их 38 тысяч стоит на учете.
Что касается по переписи, давайте я, как-то вышла эта проблема из моего видения, вернемся к ней, посмотрим. Сельхозперепись, она полезная вещь, грамотно ее преподнести. Мы должны знать, чем мы располагаем. У нас устаревшие данные. Соответственно, если ты принимаешь решение на основе неточных данных, на выхлопе результат будет не ожидаемый, а совершенно другой. Это наша давнишняя проблема. Ее надо будет, значит, решить.